Граждане, планирующие поступить на государственную службу, обязательно задаются различными вопросами. Многие из них ищут ответы в интернете, однако мы не можем гарантировать, что размещенная на различных сайтах информация может быть полезной или достоверной. Чтобы вам было легче, мы решили ответить на часто задаваемые вопросы в одном видео. Итак, поехали! Для поступления на государственную службу кандидаты проходят трехэтапный отбор. Первое – тестирование на знание государственного языка и законодательства Республики Казахстан. Второе – тестирование на оценку личных качеств. И третье – собеседование. Подробные инструкции по поступлению на государственную службу можно посмотреть в разделе «Инструкции» телеграм-бота Казмет.Инфо. Запись на тестирование можно осуществить, обратившись в СОН. Но есть вариант попроще – зайти в ЕГОВ.КИЗ, выбрать вариант трудоустройства, затем государственная служба и тестирование государственных служащих. Далее заполняете необходимые параметры, выбираете дату и время тестирования и подаете заявку. Не забудьте получить расписку. Для визуального ознакомления можно посмотреть видеоролик в разделе «Видеоинструкции» телеграм-бота Казмет.Инфо. Тестирование сдают в зале тестирования, расположенной по адресу город Кокшетау, улица Абая, 89, третий этаж, 300-й кабинет. Также адрес будет указан в расписке. Помните, что необходимо явиться в зал тестирования заранее. Если вы не смогли сдать тестирование, не расстраивайтесь. Тестирование можно пересдать через месяц. При этом пересдача может осуществляться неограниченное количество раз. Самое главное – это хорошая подготовка. В первую очередь необходимо выбрать программу тестирования. Это можно сделать в соответствующем разделе на сайте Казмет.Гов.КИЗ, телеграм-бота Казмет.Инфо или обратиться к сотрудникам Департамента агентства по делам госслужбы по Акмолинской области, расположенной по адресу Абая, 87 или по телефону 51 81 32. Далее необходимо скачать нормативно-правовые акты. Это можно сделать на сайте Адлет.Зан.КИЗ или через телеграм-бот Казмет.Инфо. Пробное тестирование можно сдать на сайте Казмет.Гов.КИЗ или через телеграм-бот Казмет.Инфо. Можно. На госслужбе имеются такие должности, которые не требуют определенного опыта. К примеру, ведущий специалист или главный специалист. Подробные требования к кандидатам можно посмотреть в текстах объявлений конкурсов. Для поступления на государственную службу требуется послевузовское или высшее образование. Для определенных должностей, к примеру, ведущие специалисты районного и сельского уровней, допускается после среднее или техническое и профессиональное образование. Требования по специальностям предъявляются согласно функциональным направлениям конкретной должности. К примеру, сотрудники управления сельского хозяйства в большинстве случаев должны иметь сельскохозяйственное образование. Чтобы примерно определить подходящие вашей специальности государственные органы, воспользуйтесь телеграм-ботом Казмет.Инфо. Подробные требования к кандидатам можно посмотреть в текстах объявлений конкурсов. За впервые принятыми госслужащими закрепляются наставники. Они оказывают им методическую и практическую помощь. Также молодые специалисты направляются на специальное обучение и переподготовку. По любым возникающим вопросам они могут обращаться к своим наставникам или руководству государственного органа, в котором они работают. На государственную службу принимаются граждане Республики Казахстан, соответствующие квалификационным требованиям, способные по своим личным и профессиональным качествам, состоянию здоровья, уровню образования выполнять возложенные на них функциональные обязанности и не достигшие установленные законом Республики Казахстан пенсионного возраста. На государственную службу не может быть принят гражданин моложе 18 лет, признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным, лишенный судом права занимать государственную должность, имеющий заболевания, препятствующие выполнению должностных полномочий, отказавшийся принять на себя ограничения,
совершивший коррупционные преступления, имеющий неснятую или непогашенную судимость, который в течение 3 лет перед поступлением на государственную службу привлекался к ответственности или был уволен за проступок, дискредитирующий государственную службу, на которого в течение 3 лет до поступления за коррупционное правонарушение налагалось административное взыскание, уволенный по отрицательным мотивам из правоохранительных органов, специальных государственных органов, судов и воинской службы. Ранее судимый или освобожденный на основании 3, 4, 9, 10 и 12 части 1 статьи 35, статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Подробные требования можно посмотреть в пункте 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан о государственной службе.